Реклама, которую вы видите, соответствует действительности. В цехе комбината бытовых услуг сделают все, что угодно для души заказчика. Причем сделают быстро и красиво. Мастера в отделе бытовой техники тоже известны своей обязательностью. Каждый заказ исполнять добротно и в срок. Таков девиз всего предприятия. Обслуживает оно Сарпинский район Калмыцкой АССР. Вдумайтесь в цифру. 300 видов услуг для жителей села. Среди них и такая для владельцев приусадебных участков. Огородная рассада в большом ассортименте. Конечно, это удобнее, чем выращивать на подоконнике. Работники сельского сервиса проявляют много заботы о тех, кто живет и трудится в степи, далеко от райцентра. Сарпинское управление бытового обслуживания систематически перевыполняет план и является победителем республиканского соревнования. Эти снимки сделаны из космоса. Мы уже привыкли к тому, что оттуда, с космической высоты, многое видится лучше, чем с Земли. На этих фотографиях ученым удается обнаружить скрытые под поверхностью культурные слои далеких веков. Это позволяет точнее определить места археологических раскопок. Старший научный сотрудник Института археологии Академии наук СССР Валентин Павлович Шилов и заведующий сектором археологии НИИ истории, философии и экономики Евгений Васильевич Цуцкин анализируют снимки территории Калмыкии. Следы древних цивилизаций обнаружены на севере республики, на побережье озера Цаган-Нур. В прошлом году начатые здесь раскопки дали богатейший материал. В этом году экспедиция под руководством Евгения Васильевича продолжит эту работу. В экспедицию вместе с научными сотрудниками отправляются и студенты-первокурсники исторического факультета Калмыцкого государственного университета. Раскопки проводятся в Сарпинской низменности, как раз там, где скоро появятся новые рисовые поля. Тем важнее точность и оперативность работы экспедиции. Для того, чтобы попасть в прошлое, фантасты придумали машину времени. А археологи как раз те люди, которые могут буквально руками прикоснуться к древности. Правда, для этого надо основательно потрудиться. Находки прошлого и нынешнего сезона оправдали прогнозы ученых. Только в одном из курганов обнаружено свыше 40 погребений разных времен, от эпохи бронзы до позднего средневековья. Свежая рыба в магазинах Степной Республики. Для жителей Калмыкии в этом нет ничего удивительного. Чаграйское водохранилище, рукотворное море, дает ежегодно десятки тонн рыбной продукции.
Рыбоводческое хозяйство республики раскинулось на сотню гектаров. Молоть для пополнения рыбных запасов выращивают здесь же в 15 специальных прудах.